Все. Тема межэтнических и религиозных отношений, которая объединила сегодняшнюю аудиторию, актуальна во все времена. Особым пунктом она отражена и в концепции Кыргыз-Джараны. Собравшимся презентованы предварительные результаты социологического исследования влияния концепции Кыргыз-Джараны на межэтнические и религиозные отношения. Этот анализ призван глубже понять реализацию концепции Кыргыз-Джараны среди этнических и религиозных сообществ. Мы проводили исследования по городу Бишкек и Чуйской области. Было опрошено 27 респондентов, то есть 27 глубинных интервью. Из них 37% составляли респонденты христианства и 63% представителей ислама. После опроса мы пришли к выводу, что необходимо проведение тренингов для всех представителей всех религиозных конфессий по продвижению концепции Кыргыз-Джараны, чтобы они дальше продвигали в своих воскресных службах, в пятничных намазах данную концепцию своим прихожанам. В формировании гражданской идентичности молодежи особо обозначена роль религиозных деятелей, а потенциал имамов необходим в продвижении самой концепции. В этой части поступило множество комментариев и предложений. В продвижении концепции роль религиозных деятелей огромна. Идеи документа и религии созвучны. К примеру, в нашем священном Коране имеются десятки аятов, направленных на проявление любви к родине, уважения к ближнему и друг другу. И услышав об этом из уст религиозных деятелей, простой гражданин пропускает всю информацию через сердце. Дай Бог, мы тоже приложим максимум усилий в продвижении концепции и воспитании достойных граждан. Верующими и духовенством, конечно, управлением епархии мы однозначно соглашаемся с тем, что глубинная идея этой концепции, она в наши дни, с каждым днем приобретает огромную актуальность, потому что людям очень важно чувствовать это вот душевное, внутреннее спокойствие, то есть причастность. И здесь есть двоякая сторона, то есть, во-первых, мы сами делаем много, чтобы проявить заботу друг о друге, все жители Кыргызстана. Ну и, конечно, с другой стороны, огромное значение имеет забота государства как системы. Полная солидарность участников проявлена и в том, что религиозная идентичность может быть разной в зависимости от религии. Точнее, каждый Кыргыз-Джараны обладает правом выбирать и исповедовать различные религиозные и иные убеждения. Но при этом важно осознавать, что прежде всего каждый человек позиционирует себя как гражданин своей страны Кыргыз-Джараны. Восприятие Кыргыз-Джараны, концепция Кыргыз-Джараны религиозными сообществами очень положительная. И различные религиозные сообщества считают, что эта концепция нужна, необходима, и что эта концепция поможет в реализации свободы вероисповедания и будут гарантировать право на свободу вероисповедания. Вот у нас есть Конституция, главный документ, который гарантирует свободу вероисповедания, но в то же время концепция будет помогать еще при реализации этой свободы, и концепция будет помогать поддерживать эти основные принципы Конституции. Подытоживая мероприятие, подчеркнуто, что важным направлением госполитики является формирование у Кыргыз-Джараны понимания светского принципа развития государства, уважение к закону, повышение уровня правовой культуры. Актилек Джанчиев, Санжар Жолдошбекулу, СТВ.